Начинается заключительный день нашей рыбалки. Санек готов к бою. И сегодня мы едем, можно так сказать, налегке. После того, как мы сейчас ездили эти 2 дня, это пыль вообще для урагана. Потрудился он на славу. Говорит, даже немножко устал. Но ничего страшного. Мы все это выдержали. И теперь мы едем на речку, потому что нет смысла ехать куда-нибудь на дальнее расстояние. Посмотрим, попробуем обурить. Может быть, найдем какие-нибудь необловленные места. Погнали, встречаемся на реке. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Сегодня у нас такой же день, какой был и вчера, и позавчера. Рыба показывает себя. Вот кивок тюк-тюк в некоторых местах. И ты потом хоть что делай, поклевок нет. Потом проходит минут 15-20, опять тюк-тюк. Типа вот она, я здесь. Но никаких телодвижений. Пофиг, какая мормышка, какая нимфа. Опять пошел снег. Ночью сегодня была температура до минус 20 доходила. Сейчас минус 4 где-то, опять потеплело. Вот такие перепады, скачки. И может быть в этом причина, я не знаю. Ну, чтобы не клевало 4-й день подряд. Ну, не считая первый день, то что плотву половили. Вот уже буранулись. Раз, два, три. На третье место уже пробуриваем. Вот, пойдем дальше буриться. Я уже там 4 лунки пробурил. И немного пройдемся там дальше по старым лункам, которые бурили первый день. Посмотрим. По крайней мере, хоть буриться легче, потому что бурить очень тяжело. Лед, наконец-то лед появился на реке. Лед толстенный. Рыбы нет. Так что, если такое будет продолжаться в течение 3-4 часов, в обед сматываем удочки и едем домой. Хватит. Ну, часа 3 мы, конечно, будем еще поищем, побуримся. Я уже весь мокрый. Не замерзнешь точно с такой рыбалкой, бля. Нифига. Как-то вот так. Ну ничего. Мы, Сань, не за рыбой приехали, мы приехали на рыбалку, правильно? Ну а что такой грустный? Нахуй эту погоду, блядь, настроения никакого. Даже у Санька пропало настроение. Говорит, ну его, такую погоду. Всякое бывает. Ладно. Пытаемся ловить дальше. Так, погода все хуже и хуже. Поклевок мы так и не видим, хотя вон сколько бурим. Опять очередное, наверное, 3-е место. Уже опять около 30 пробуренных лунок. Лед толстенный. Тут ямка. Такая метра 3-3,5. Выход с ямы. Заход в яму. В общем, такие места, где обычно харюс бывает. Но нет ни одной поклевки. Место, кстати, не пробуренное. Вообще никто еще в этом году здесь не рыбачил. Как бы новое место. В прошлые года здесь бывало ловилось, но оп, зацеп. Зацеп, я уже думал, поклевка. В общем, вот такая вот дрянь погода. Сейчас дойдем до вставных удочек, там 2 вставные удочки оставлял. Еще пару мест попробуем и все, наверное. Нет, так нет. Пойдем домой, не будем дождаться вечера. Не вижу никакого смысла. Видать, давит их там подо льдом мне нехило, что полный игнор на все. Если с утра немножко поклевки еще были, тюкали, то сейчас они, даже редкие потюкивания, полностью пропали. Тут упрямость бессмысленная, я так считаю. Надо сматывать удочки и валить домой. Хватит, нарыбачились.
Рыбалка рыбалкой. Обед по расписанию. У нас на обед сегодня остатки былой роскоши. Котлетки, сальцо, пирожки от Валентины Васильевны. Чайковский. Просто чай, потому что сегодня едем домой. И никакой акваминерали, никаких рыбацких напитков. Все в сухую. Вот. Может, по этой причине не клюет, хотя не клевало и вчера, и позавчера. И вообще эта рыбалка не клевая, да? Погода не дает, хули. Вот смотрите, вообще грустный он. Какой грустный. Домой хочу уже, нафиг мне эта рыбалка нужна. Такая, блин. Такая. Если уже 3 дня не клевала и На 4-й клевать не будет, да? на 4-й клевать не будет, это точно. Потому что давление очень низкое. И рыба чувствительная к этому. Я говорю, помнишь, когда тот раз так же, да? Тепло стало, говорю, блин, клевать не будет. Не клевало. А мороз когда дал-то, блин, Ну, под 20 и поклевало ведь. сегодня тоже 20 было ночью, а видишь, днем А днем-то, видишь, давление опять. Снег он какой валил, блин. Ничего. Не всегда коту масленица. Да, так что... На эту речку нам грех жаловаться. В этом году она покормила нас. Да. Попрощались, и не хрен было возвращаться уже. Мы просто, планировали одно, а получилось, как всегда, другое. Не доехали мы до того места, куда планировали. Ничего страшного. Доедем. Еще разик мы приедем сюда. Надеюсь, речка еще будет стоять. Это уже будет месяц апрель. И надеюсь, что-нибудь да у нас получится. Ну а пока, сейчас перекус небольшой, попьем чайковского. Съездим еще пару мест обурим, попробуем. Да, нет. И будем собираться домой. Хватит на сегодня. Нарыбачились. Ну вот и подходит день к концу. Санек уже вон сидит в корыте, не встает. Говорит, манал я такую рыбалку. Ни одной поклевки за целый день. Редко такое бывает, очень редко. Если вчера под занавес чуть-чуть хотя бы там мы увидели поклевки, то сегодня вообще их нет. Совсем нет. И вот это уже последний плес разбурил. Лунок 40-50, наверное, здесь. И все, проверяю. Буквально по 2-3 заброса. Да, нет. Целый день была надежда, что будет вечерний клев. Погода устаканится. Да, даже выходило солнышко пару раз. Но опять потом вот набегали тучи. И вот такая вот дрянная погода. Валит снег целый день. И сегодня рекордный день. За всю зимнюю рыбалку по минимуму. Вообще ни одной рыбы не поймали. Ну, пустые мы домой так и так не приедем. У нас будет плотва. Немножечко. Ничего страшного. Главное 4 дня провели на природе. И это здорово. Лично мне нравится даже такая рыбалка. Если бы всегда клевало, это было бы, наверное, не то чтобы неинтересно, зато как приятно, когда вот после такого бесклёвия будет клевый день и все будет хорошо и замечательно. Все, мне кажется, на сегодня все. Я уже не говорю до первой поклевки, ее скорее всего не будет. Но я все равно вот пройду до конца, уделяя каждой лунке где-то около минуты. В надежде все-таки размочить сегодняшний сухой счет во что бы то ни было. Получится хорошо, нет так. Нет, так и нет, что теперь. Все. Если никаких изменений не будет, включаемся только возле избы, когда будем выезжать домой уже. Как-то вот так. Как-то вот так я примерно выгляжу. Вот так вот рукавицы. Смотри, Сань. Так я такой же был, вчера отряхнулся. Ну что, 2 вставные удочки. День мертвого кивка сегодня у нас. Даже они
не сработали. Так что сегодня аппетита нет полностью рыбы. Нравится, Саш, тебе такая рыбалка сегодня? Ой, как он нравится. Нравится, да? Ой. Мы же не за рыбой приехали, мы же на рыбалку. Мы же с первого дня так сказали. Накаркали, ёшкин кот. А смотри, червя-то погрызли. Да, какой там малолетка там, блин. Червя погрызли. Удивительно. Второй раз погрызанный червяк. Но это не результат. Это может быть все что угодно. Может быть ёршик. Нет, ёршик бы попался. Может быть малек. Может быть мелкий джиган. Подергал. Может быть бычок под каменчик. Но червяк кто-то погрыз. Так, а здесь что у нас? А здесь червяк целый. Здесь опарыш покоцанный. Что-то есть живое здесь. Но еле живое. Все, сматываем удочку, валим домой. Вот и все. В принципе, все собрано. Осталось только свет, повербанк, сумочку. Остальное все убрали, собрали. Пойдем, Саш, на, держи, поснимаешь немного. Так, дровишки на растопку мы оставили. Здесь тоже есть, вот и сухие, сырые дрова. Мусор, то что вот, мы в таких стеклянных бутылках ничего не привозим, у нас все пластиковых. Кто-то привез, оставил. Вот, убираем за собой тоже. Баночки из-под пенного тоже, потому что топор здесь. Мусор ввозим, мусорку. Все готово. И пойдемте глянем, покажу я вам наш улов. Вот такие вот две могучие кучки. Это вот плотва и вот хорюски немножко. Все. Вот такая вот получилась у нас рыбалка за 4 дня. 4 дня, но действительно это была рыбалка, а не просто времяпровождение. Мы рыбачили, мы старались, мы пытались. Так что теперь немножко дома отдохнем. Я так думаю, дня 3-4. Так? Саша уже только. И опять приедем на речку, на озеро, посмотрим, куда приедем. Так что надолго не прощаемся. Говорим до свидания. До скорых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока. Всем пока.